Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Кто откроет вам свои чувства? Загадайте, пожалуйста, свой срок и давайте узнаем, кто для вас раскроется, да, именно в своих чувствах, в своем расположении. Загадывайте на себя, ни о ком думать не надо, на себя загадывайте и загадывайте свой срок. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Слушайте, как красиво. Откроется тот, с кем у вас симпатия. Взаимная, девочки, симпатия. Вот. Вы тоже смотрите на этого человека. Смотрите, у одних отыграется, что вы этому человеку симпатизируете. Ну так смотрите и думаете, ой, приятный мужчина, да, симпатичный парнишка. А у кого-то, возможно, даже вы уже там общаетесь, там шуточки, ухаживания, да, ну идете на сближение, человек перед вами откроется. Причем откроется в какой-то просто неподходящий для этого момент. Ну, допустим, вы на работе, у вас запара, и тут он с букетиком, да, там, с цветочками, с конфетками и начинает говорить вам о любви. Вы такая, так, стоп, у меня работа, да, какая любовь? Давай, мне урочное время, там, нерабочее время. То же самое, например, у вас какая-то ситуация проблемная, и вы такая вся в мыслях, что-то делаете, там, пытаетесь там, созвониться, решить, там, порешать вопросы. И тут этот мужчина просто врывается, опять же, с цветами, со всеми делами, с шампанским, и начинает вам про любовь. Значит, там, будь моя, я буду твой, там, ты. Вы такая на него смотрите, думаете, ну, боже, я так ждала этих слов, ну, как ты ухитрился выбрать именно такой идиотский момент, когда мне не до этого, я другим занимаюсь, я о другом думаю. Ну ладно, будь что будет, мои хорошие. Главное, что он выскажется, главное, что чувства у него настоящие, чувства у него сильнейшие. И я вам даже больше скажу, эти чувства, они постоянно трансформируются, улучшаются, укрепляются и развиваются. Сейчас это безумное влечение, сейчас это симпатия, сейчас это влюбленность. Желание, вот знаете, прилипнуть к вам и не отлипать. Но это пока еще не любовь. Может быть, там у 2% только, да, мужчина уже осознает, что это любовь, но только осознает, еще не принял, осознает. А так очень похоже на симпатию. Так, хочу на оракуле сразу посмотреть на мужчину, на его отношения и на вас, и на ваши отношения. Мне так будет легче, удобнее, да и вам как диагностика, чтобы легче было узнать, о ком я говорю. Так, мужчина. Слушайте, мужчина действительно решил покончить с какой-то своей прошлой жизнью. Ну, например, холостяцкой жизнью. Либо мужчина был в каких-то сложных отношениях и говорит, все, не хочу, хороню, закапываю свое прошлое, хочу любить, хочу счастья, хочу новых, знаете, как возможностей плыть дальше по течению жизни, наслаждаться и радоваться. То есть явно он хочет новой любви и явно хочет покончить со старым прошлым. На конце колоды аисты. То есть его стремление не просто яркие любовные приключения, но и семейные узы. То есть вас он рассматривает не только как любовницу, но и как будущую жену. Замечательно. Так, что по вам в отношении этого мужчины? Не, ну прикольно. Слушайте, вы с этим мужчиной чувствуете себя прям девочка-девочка, да, принцессочка. Вам с ним хорошо, вам с ним приятно, либо будет хорошо и приятно. И для вас это действительно новый шанс, новая возможность. Рядом с этим мужчиной вы начнете себя ощущать полноценной, прекрасной женщиной. Да, захочется и поухаживать за собой, чтобы за вами поухаживали. Да, вот такие прекрасные моменты. И плюс какой-то элемент удачи еще идет с появлением этого мужчины. О, даже корабль. Как, да, смотрите, у него рыба, у вас корабль. Да? Одна морская тематика. Дорога вперед и в будущее. Да? Новый путь, новые возможности, новые горизонты. Так,
Но вы тут договоритесь, пусть не с первого раза, потому что вижу, что первый раз, когда он будет признаваться, вы так немножко будете недовольны тем, что он такое время дурацкое придумал. Ну, потом дальше у вас все будет хорошо. Вы, главное, его не ругайте, объясните, как есть. Так и скажите, ну вот ты как с головой дружишь, да, у тебя все хорошо. Ты не видишь, что я работаю, либо там чем-то занята, я там в запаре нахожусь. Да? Ну, просто проговорите. Не надо говорить со злобой, просто проговорите, как есть. Передоговоритесь, устроить романтическое свидание, а вот потом уже оторветесь, как говорится. Так, еще по поводу этого мужчины. Мужчина, ему главное крылышки не обломать. Вот сейчас эти крылышки, они такие вот хрупенькие. Он на этих крылышках прям летит к вам, да, на ваш огонек тянется. Но, девочки, ваши резкие движения, вот как я уже говорила, да, не надо грубо говорить, либо ваша такая независимость, самостоятельность могут эти крылышки пообломать. Все-таки помните, что вы девушка, а в его глазах вы девушка прям хрупкая, принцесса, которую нужно защищать, оберегать. Да? Не жалейте его в плане там, помочь вам, что-то для вас сделать. Наоборот, загружайте его такими ситуациями и проблемами. Ему будет гораздо приятнее. Так, и еще по поводу этого мужчины. Мне мужчина, в принципе, нравится, но мужчина такой немножко безответственный, что ли. Да, он любит, да, он желает, да, там все в розовых лепестках, но если мы говорим о каких-то более серьезных, там, практичных вещах, вот он об этом совершенно не думает. И, девочки, вас это может раздражать в этом мужчине, но, слушайте, все же можно воспитать, да, всему же нужно научить. Зачем вот его отрицать, если он, ну, скажем так, не совсем вам подходит в этом плане? Да, он такой легковесный немножечко, но так учите его, девочки, вы же умненькая, научите, обучите. Раскройте ему, как говорится, глаза на реальность, да, пусть взрослеет, пусть умнеет, чтобы был под стать вам, девочки, чтобы был под стать. Так, какая-то женщина, я так понимаю, подружка, просто в горе будет, когда этот мужчина вам раскроется, когда вы объявите, что вы вместе. Ее такая жаба начнет душить, она сама несчастная, причем несчастная по своей же вине. И ее прям будет так колбасить, так ее будет прям аж подкидывать. И она вам прям всякие гадости будет про него говорить, что ой, боже, с кем ты связала, он же такой, там никакой, негодяй, там, мы его не знаем. Может, он обманщик, да, ну прям обливать его будет, поносить его будет. Просто ужасно, уши у вас в трубочку будут скручиваться. Девчонки, не принимайте ее слов всерьез. Она просто бесится от того, что у вас личная жизнь ок, а у нее один сплошной минус. Вот, и все. Так вы были вместе, так вы там, ну, гульбасили, куда-то ходили, что-то вместе делали, друг другу, как говорится, жаловались на несчастную женскую долю. А тут, получается, вы счастливая, а она там же осталась. Прям неприятно будет на нее смотреть, она аж осунется от этой зависти, от этого горюшка, которое на нее обрушится. А представляете, да, вам счастье, а ваше счастье для нее горюшка. Как люди устроены. Вы так и не сможете это понять. Знаете, подруга не подруга, сколько бы вы лет вместе с ней не были, но, наверное, придется закругляться, да, потому что она не примет ваше счастье, постоянно будет критиковать и вас, и этого мужчину, и будет делать все для того, чтобы вы расстались. Вплоть до того, что у некоторых может отыграться, что она может просто накинуться на этого мужчину с целью его скомпрометировать в ваших глазах. Сказать: смотри, он на женщин кидается, никому прохода не дает, да, а сама на него накинется. Вот, так что здесь я вас предупредила. Ваше счастье сделает несчастной какую-то женщину с вашей же стороны. Да? Из-за зависти она станет несчастной. Так, еще избегайте каких-то либо прогулок, либо поездок глубокой ночью. Либо самостоятельно, либо с этим мужчиной, либо с каким-либо другим мужчиной. Здесь вы четко показали знак, что ночью нельзя никуда не ходить, не ездить. По крайней мере, в тот срок, который вы загадали. То есть для вашей же безопасности, для вашего же здоровья, для вашего будущего воздержитесь от ночных поездок. Темное время – это темное время суток, а вот ночь – это ночь. Понимаете, о чем я говорю? Так, еще кто признается в своих чувствах? Ну, крокодил вам там вышел. Крокодил. Ай, крокодилище.
Но здесь очень похоже на человека, который старше вас по возрасту, либо важнее вас по должности. Такой, знаете, авторитетом давит. Может быть, как-то с крокодилами связан. Там фамилия, имя, да, может, Гена зовут. Может быть, он носит одежду с крокодиловой кожи. Ну, такой важный человек, человек, который вас не баловал своим вниманием, не баловал своими комплиментами и, может быть, даже постоянно вас как притеснял, критиковал. Смотрите, этот человек вам признается, что по-доброму завидует, признается, что вы, ну, самый лучший, например, специалист из всех, кого он когда-либо встречал. Что вы, например, в каких-то областях и сферах его самого, либо ее саму заткнули за пояс. Да, то есть человек вроде будет острить, вроде будет говорить какие-то вещи нелицеприятные, но вы их будете воспринимать как комплименты, вот как будто бы признается в том, что вас оценила, в том, что вами дорожит, в том, что восхищается вашим талантом, вашими знаниями, вашими умениями. То есть внешне будет казаться, что человек вас ругает, да, либо хохмит над вами, но вы будете внутри ощущать, но оно так и будет, да, вы будете читать между строк, что ага, значит хвалит, значит ок, значит любит, значит хорошо относится, значит уважает, да. Слушайте, приятный момент идет, очень приятный. У вас, кстати, после этого разговора очень значительно улучшатся отношения. Особенно, когда вы будете в приватности находиться, да, один на один. Да, когда будут другие люди, человек будет продолжать в том же духе, но вы уже не будете так обижаться и не будете так, ну, как близко к сердцу принимать, потому что будете в глубине души понимать, что вас этот человек что выделяет и уважает. Так, еще здесь женщина не молодая. Я вот не могу понять, кто она вам, но она признается, что она в чем-то перед вами виновата. Она откроется, что грешна перед вами. Вот так идет. По вине этой женщины у вас где-то в какой-то момент стало пусто. Либо жизнь пустой стала, либо кошелек, либо любовь прошла, ушла. Вот эта женщина вам признается. И знаете, признается с тем, чтобы вы ее простили и отпустили. Отпустили ей грехи. И решать, конечно, вам, выбирать, конечно, вам, но для вас это будет как объяснение каким-то событиям из прошлого. То есть вы до сих пор голову ломаете над своим прошлым, над каким-то событием, ситуацией, понять не можете, что произошло. А тут эта женщина так и скажет: а это я тебе там свинью подсунула, да, либо я там тебя подгадила. Вот вы тут и ахнете. Конечно, гневиться на нее будете, и прям, захочется ее потрясти, но не будете. С правой стороны она у вас вышла. Я думаю, поймете, простите, отпустите, да, проявите благородство души. Ну, правильно. Ну, что камень за пазухой таскать, если тем более она покаялась, да, это же не так, что вы ее там призвали к ответу, сами все разнюхали. Нет, она покаялась, она попросит прощения, она вот прям, знаете, будет говорить как есть, даже причины объяснит вам. Может быть, вы не будете согласны с этими причинами, но тем не менее, да, объяснение вы получите. Так, мои хорошие, берегите, пожалуйста, себя. Знайте, что вас впереди ждет любовь любовная, страсть страстная. Все будет просто замечательно. Мужчину принимайте таким, как есть. Не пытайтесь его там прям перекроить, а пытайтесь его лучше к себе потянуть и обучить. И тогда все будет замечательно. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.